10 000 metų pirmykščiai žmonės atnešė ugnį olą. Tai buvo pirmosios technologijos. Mūsų prieteliai ugnimi šildė savo būstą ir kepė mėsą ant žarijų. Uolose tvyrojo nepakenčiamas smogas. Daugelis jų negyveno daugiau nei 20 metų. Dažniausiai žmonės mirdavo nuo plaučių vėžio. Kasgi pasikeitė nuo tų laikų? Technologijos sparčiai pažengė į priekį. Laužų atsirado žymiai daugiau. Jie dega automobilių varikliuose, traukiniuose, lėktuvuose, atominėse elektrinėse, gamyklose. Kenksmingų ir nuodingų medžiagų išmetamų atmosferą kiekis ženkliai išaugo. Transportas teršia orą, kuriuo mes kvėpuojame. Cheminių medžiagų ir įvairių teršalų kokteilį mes gauname, kai išeiname į parką pakvėpuoti grynu oru. Didėjant autotransporto priemonių skaičiui, nuodingų medžiagų išmetamų atmosferą koncentracija tampa mirtinai pavojinga. Kiekvienas raketos startas ir daugiavariklio lėktuvo skrydis palieka ozono sluoksnyje skylę, kurios plotas tolygus Europos šaliai. В эту пещеру для нашей цивилизации современной превратилась вся планета, биосфера, где в одном углу пещеры мы ставим атомную электростанцию, в другом углу хороним атомные отходы, в третьем добываем нефть, уголь, роем ямы, еще там сжигаем. И в результате скоро наступит точка невозврата для технократической цивилизации, мы исчезнем. Это еще 50-70 лет. Kasmet mūsų planetos keliuose žūsta daugiau kaip 1 milijonas žmonių. Daugiau kaip 150 milijonų kenčia nuo kelių eismo padarinių, lieka invalidais. Kaip išvengti šių siaubingų aukų? Kaip išsaugoti mūsų žemę, kad ji liktų žalia, o ne pelenų spalvos? Jodinėti žirgais, vaikščioti pėsčiomis ar iš Markščio Maksflajaus iš ateities pasiskolinti 7 milijardus euro lentų? Ne, to mums daryti nereikia. Efektyvus transportas jau yra. Jį išrado inžinierius Anatolijus Junickis. Anatolijus Junickis mokslininkas, akademikas, TSRS kosmonautikos federacijos narys, daugiau nei 140 išradimų autorius, 18 monografijų ir daugiau nei 200 mokslinių darbų autorius. Dar vaikystėje Anatolijus Junickis pradėjo domėtis kosmoso technologijomis. Tuomet dar nebuvo įvykęs pirmas žmogaus skrydis į kosmosą. Anatolijus Junickis gimė ir vaikystę praleido Baltarusijoje, žemėje, kuri kadaise приклаусė дidžiai Lietuvos kunigaikštystei. В глухой деревне Крушники, это на Полесье. Это когда-то была большая земля, она входила в Великое княжество Литовское. Потом, можно сказать, я на родину приехал. Это же была когда-то одна земля, одна страна. Да? И поэтому детство там трудно было, тяжелое. И отца он был сын врага народа. Это на мне отражалось, в общем-то, да. И я детство провел вот на родине матери, это деревня Круки Брагинского района, тоже Полесье. Там тоже пострадали, но уже по другой причине. Это в 8 километрах от Чернобыля. Самое большое загрязнение в мире – это моя родная деревня, потому что то облако радиоактивное после взрыва теплового на 4-м блоке Чернобыльской АЭС, оно упало на нашу деревню. Эта земля выведена с оборота на тысячи лет. Там могилы вот моих предков по линии матери. Там колючая проволока. Значит, по линии отца убили НКВДшники всех, а по линии матери родины нет, потому что там Чернобыль. Ученые это сделали, да? И поэтому я знаю, что такое вот и экология, на собственном опыте. Поэтому я давно начал
думать, а вообще как цивилизация развивается. И я это понял давно, еще студентом, когда я избрал специальность инженер путей сообщения. И я начал думать, а как выйти с этого тупика, и нашел решение. Надо вынести индустрию, как и первобытные люди, за пределы дома. Это ближний космос, другого пути нет. И разделить техносферу, биосферу. Тогда у нас у цивилизации будут неограниченные возможности для развития. И это я начал разрабатывать где-то около 40 лет назад. Стал членом Федерации космонавтики СССР. Меня многие поддерживали в Советском Союзе в этом направлении. Потом оттуда отпочковалась эстакада, там нужна эстакада, и она превратилась в струнную дорогу, которую я начал разрабатывать отдельно, которая вылилась сейчас в целую отрасль. И пройден путь уже 37 лет, вложено в это направление больше 1000 человек лет инженерного труда, поэтому это не пустышка, как многие думают. Вложено более 200 миллионов евро, написано много научных монографий, вот одна из них, это первая научная монография «Струнно-транспортная система на Земле и в космосе», где описана и та другая система. Она издана еще в 1995 году. И, собственно, я вот это направление развиваю сейчас. Šis genialus mokslininkas išrado unikalų transportą, kuris vadinasi styginis dangaus transportas Skyway. Įsivaizduokite lengvą traukinį arba sportinį automobilį su plieniniais ratais, kurie juda ant bėgių virš žemės. Bėgiuose yra įtemptos 1000 tonų jėgos stygos. Струна – это несущий элемент эстакады, по которой движется подвижной состав. Вот здесь пример струнного рельса. Вот эти проволоки высокопрочные – это и есть струна, собственно, которая держит нагрузку. И благодаря предварительно напряженной конструкции эстакады, она легче, дешевле традиционных, она ровнее, и транспорт получается более эффективным, более экономичным, более скоростным, чем существующая транспортная система автомобильной дороги и железной дороги. Это струнный рельс, это как бы композиционная конструкция, где есть корпус очень прочный, есть струны преднапряженные, то есть они растянуты, и есть специальный наполнитель. Это очень надежная и прочная конструкция, и это основа эстакады нашей транспортной, и мы гарантируем 100-летний срок службы вот этой конструкции. Причем, как видите, я вот держу кусок дороги. Если бы я взял такой же кусочек, допустим, моста, эстакады существующей, то, я думаю, только подъемный кран мог бы поднять это, и в комнату это бы не уместилось. То есть уже, исходя из этого, видно, что это намного дешевле, намного проще строить. И поэтому наши эстакады струнные, они будут окупаемыми, потому что, например, существующие эстакады для скоростных железных дорог стоят порядка 100 миллионов евро за километр. Наша эстакада будет не более 2-3 миллионов евро за километр. Это совсем другие деньги. За те же деньги можно построить 30 раз больше протяженности дорог. Значит, будет 30 раз больше людей ездить по этим дорогам. Значит, 30 раз, может быть, себестоимость ниже проезда и так далее. Поэтому основой технологии является вот как раз конструкция, вот эта достаточно простая и дешевая конструкция. Значит, наши дороги будут 10 раз дешевле традиционных, скорость будет выше, чем на традиционных дорогах, а расход топлива и энергии на одну и ту же транспортную работу будет в 10 раз ниже. Поэтому это действительно переворот в транспорте. И поэтому существующие транспортные отрасли как бы не в восторге от того, что мы делаем. Мы им конкуренты. И поэтому то, что произошло в Литве по отношению к нам, я бы назвал так: недобросовестный конкурент организовал атаку на нас. Не более всего. Не более того.
Idealiai lygaus kelio paviršiaus ir viršgarsinės aerodinamikos dėka šis transportas gali išvystyti iki 500 km/h greitį. Kelionės kaina važiuojant tokių transportų bus 10 kartų pigesnė, saugumas 2000 kartų didesnis nei automobilių transporto. Elektros energijos ir kuro sąnaudas 10 kartų mažesnis ir tai dar ne viskas. Styginiai bėgiai tvirtinami ant lengvų, tačiau itin tvirtų polių virš žemės. Tai leis išsaugoti žemės paviršių. Automobilių keliais ir geležinkeliais padengtas žemės plotas 4 kartus viršė Didžiosios Britanijos teritoriją. Styginio transporto Skyway technologijos dėka ši žemė liks gyva, jį kvėpuos, o žalioji augmenija gamins deguonį, kurio užteks milijardams žmonių. Tam, kad įgyvendinti šį projektą visame pasaulyje, reikalingos investicijos. Tai padaryti galima naudojant liaudies finansavimą vadinamą crowdfunding. Šis finansavimo būdas naudojamas visame pasaulyje. Это происходит не в Литве. Инвестиционная компания зарегистрирована на Британских Вирджинских островах по британскому праву. И инвесторы со всего мира могут прийти в эту компанию и по договору с ней купить долю в компании, перечислив деньги туда. А потом эта компания финансирует как инвестор, и для этого она создана, она называется, эта компания Global Transport Investment, то, что мы делаем в Литве. То есть эти, конечно, в счете деньги приходят в Литву, чтобы материализоваться в чертежах, в документах, в бетонных опорах, в струнном рейсе, в станциях, вокзалах, в коммуникациях на земельном участке. То есть, чтобы мы смогли реализовать здесь, создав здесь же рабочие места, вот этот SkyTech, это инновационный кластер по типу силиконовой долины США, где вышли на рынок сотни электронных технологий, а мы можем вывести здесь на рынок сотни струнных технологий. И поэтому, в отличие, допустим, от того же Обамы, который потратил деньги на предвыборную кампанию и победил во второй раз, используя народные деньги, мы этими деньгами инвестиционными оплачиваем труд инженеров, конструкторов, они платят налоги. Мы заказом покупаем оборудование, в том числе на литовских предприятиях. Мы строим, привлекая те же литовские компании строительства, тоже, которые платят налоги и так далее, заработные платы. Да? Мы поднимаем некоторые отрасли, строительную, машиностроительную, да? Для того, чтобы потом сюда пришли заказчики со всего мира. И уже заказчики начнут финансировать дальнейшую нашу деятельность. Потому что, ну вот я, насколько знаю, Siemens хочет построить здесь, в Прибалтике, высокоскоростные железные дороги общей стоимостью порядка 20 миллиардов евро. И он хочет взять эти деньги в Евросоюзе, потому что никто не будет финансировать проект, который не даст отдачи. Эти проекты убыточные. Вот если бы мы построили струнные дороги, Skyway, то этот бы проект, наверное, обошелся бы не более чем 2 миллиарда евро. Это в 10 раз дешевле. Он был бы окупаемым, привлекательным, и мы привлекли бы сюда инвесторов со всего мира. И эти инвестиции пришли сюда. Потому что этот проект был бы рентабельным, и инвесторы, которые вложили в конкретный адресный проект, стали бы зарабатывать на этом деньги. И стали им жить нормально. Потому что такой проект будет существовать 100 лет, дорога. И 100 лет будут получать дивиденды акционеры конкретного проекта. Поэтому наша цель вот это, выйти на заказы. И народные деньги сейчас используются для того, чтобы разработать и реализовать технологию на тестовых участках здесь в Литве и сертифицировать это. Это так называемый краудинвестинг. Это есть во всем мире. И Литва в данном случае отстала. Даже не понимают здесь банки, там,
другие там правительства, что это все нормально, это законно, это есть во всем мире. Таких площадок только в Великобритании больше 10, в США больше десятка. Поэтому надо не обвинять нас в мошенничестве, а создайте нормальное законодательство. Мы здесь создадим краудинвестинговую площадку, платформу, и инвестиции со всего мира придут напрямую в Литву, напрямую, а не через Бывай, не через там Лондон, не через Делавер, США и так далее. Поэтому у меня больше вопросов к правительству литовскому, чем у них ко мне. Почему они это не делают? Почему не думают о будущем страны? Почему они не создают привлекательный инвестиционный климат здесь? Мы только можем привлечь миллиарды евро инвестиций. Дайте нам эту возможность. И, собственно, вот что мы хотим сделать и для чего мы сюда пришли. Сейчас у нас уже в литовской нашей компании работает около 50 конструкторов. Мы их вынесли за пределы Литвы, но в это конструкторское предприятие, потому что в Литве нет нужных специалистов, они есть в Беларуси, в Минске. Поэтому мы создали там предприятие, наше 100% предприятие, и там уже работает 50 конструкторов, с помощью которых мы сделаем рабочую документацию и построим тестовые участки в Литве. И вот даже сама документация, на которую мы там потратим порядка 5 миллионов евро на создание этой документации, тоже там подготовлены конструкторы, мной подготовлены за многие годы, мы получим документацию, рабочие чертежи, которые на рынке будут стоить 500 миллионов евро. То есть даже на первом этапе мы можем заработать большие деньги, вложив малые деньги. Когда мы построим тестовые участки по этой документации, здесь в Литве, то возможности испытательного полигона будут таковы, что вообще-то то, что будет построено, будет на рынке стоить не менее 5 миллиардов евро. Это, чтобы понимать, полбюджета Литвы. Почему? Потому что с помощью вот этой сертифицированной технологии мы можем получить заказы буквально в течение нескольких лет, порядка 100 миллиардов евро, потому что проект нужен любой стране, на любом континенте, грузовые, городские, высокоскоростные трассы нужны. И рынок, например, больше, чем у компании Apple, транспортный рынок, капитализация которой сегодня достигла 500 миллиардов долларов. Поэтому у нас рынок еще крупнее. И если мы построим тестовые участки, сертифицируем и покажем всему миру, наша капитализация будет такой же. И тогда и налоги мы здесь будем платить в Литве, крупные налоги, и создадим тысячи рабочих мест, создадим производство, создадим проектные организации, научные организации, конструкторские. И здесь есть возможности даже более привлекательные, чем в другой стране Европы. Здесь нет, главное, преимущества, нет конкурентов. Tokia transporto rūšis reikalinga visiems ir būtent mes galime įgyvendinti šį projektą. Investuokime į mūsų planetos ateitį.